Оканчивая школу, любой выпускник должен принять судьбоносное решение. Перед каждым из них встает непростой выбор – кем стать, какое учебное заведение выбрать. Такие встречи, где ребятам рассказывают о СУЗах, помогают многим определиться. Педагогический коллектив нашего колледжа охватывает самые широкие слои специальностей и направлений. У нас высококлассные специалисты, которые имеют звание кандидатов наук, звание почетных работников образования Республики Ингушетия, Российской Федерации. По окончанию Сунжинского колледжа управления и новых технологий выпускникам присваивается квалификация и вручается диплом государственного образца. Немаловажный плюс – это то, что после окончания СУЗа можно поступить в любое высшее учебное заведение страны без сдачи ЕГЭ. У нас 13 специальностей – это фармация, сестринское дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, младшая медицинская сестра по уходу за больным, экономика, бухгалтерский учет, юриспруденция, программисты, ряд других факультетов. Прием у нас ведется после 9 и после 11 классов. Сроки обучения зависят от базы. Если после 9 в среднем обучается 2 года 10 месяцев, если после 11 то год и 10 месяцев. Скуинт – это современный четырехэтажный корпус, где есть все необходимые условия для студентов. Более 20 учебных аудиторий, компьютерные классы, римские аудитории, конференц-зал, лаборатории для будущих студентов и медсестер. Большой акцент представители СУЗа делают и на удобстве геолокации. Он находится в самом центре Сунжи. Я считаю, что это очень большое преимущество, когда в шаговой доступности от дома, находясь у себя дома, ребенок может получить профессию в среднем специальном учебном заведении, не выезжая за пределы республики. Хорошо, что у наших детей появилась такая возможность в республике. Это наш колледж, это другие колледжи. И сочетать получение образования с получением профессии – это большое достижение не только для ребенка, но и для их родителей. Колледж управления и новых технологий сотрудничает с федеральными вузами страны, такие как РАНХИКС, СКФУ, Ставропольский педагогический институт и другие. По рекомендациям преподавателей, выпускники колледжа могут продолжить обучение в этих университетах на бюджетной и внебюджетной основе. В моей группе я преподаю юридические дисциплины. Гайтукиев Мухаммед занял первое место в Олимпиаде «Юный юрист», которая проходила на базе РАНХИКСа, это город Пятигорск, где участвовали учебные заведения всего Северного Кавказа, и он занял первое место. То есть у нас очень умные дети. Мы набираем не по остаточному принципу, то есть, скажем так, троечников и так далее. Мы набираем умных, пытливых, хороших, здоровых детей. Нам нужны именно такие. Что касается профессорско-преподавательского состава, то здесь собрали лучших в своем деле. В 2019 году Скуинт стал лауреатом премии «100 лучших СУЗов страны». Руководство колледжа старается поощрять самых активных студентов. Слушатели заинтересовались предложениями представителей СУЗа. Сегодняшняя презентация показалась мне яркой, интересной. Мы с одноклассниками посмотрели, всем очень понравилось. Нам нравится перспектива и дальше видеться в этом колледже, поэтому, возможно, мы даже пойдем в этот Сунжинский колледж. Я определилась в профессии, я хочу пойти на медицинский, но не нашла еще вуз. О колледже, который нам рассказали сегодня, я слышу впервые, но он нам очень понравился. Скорее всего, с моими одноклассницами мы можем там встретиться. Прием документов в Сунжинский колледж управления и новых технологий начинается с 1 июня и продолжится до 30 августа. При наличии свободных мест прием документов может быть продлен до 25 ноября. Зарема Ивлоева, Джамалиэл Султыгов, Новости 24.